нас Таджикский центр по правам человека, а потом Ассоциация центральных азиатских иммигрантов. Спасибо, господин модератор. Я Ильхомджон Якубов, представляю Таджикский центр по правам человека. Уважаемые коллеги, сегодня я хочу затронуть одну из важнейших тем для региона Центральной Азии, в частности для Таджикистана. Право на справедливый суд. Несмотря на международные обязательства и гарантии, прописанные в Конституции страны, ежегодные отчеты правозащитной организации, включая Международную комиссию юристов, показывают, что независимая судебная система в Таджикистане фактически отсутствует. Таджикские власти планомерно усиливают репрессии в отношении политических оппонентов, религиозных и этнических меньшинств. Сотни гражданских активистов и правозащитников подвергаются преследованию и произвольным арестам. Государство делает все возможное, чтобы уничтожить гражданское общество в стране. Особенно тяжелая ситуация складывается в отношении политических оппонентов и активистов. В подавляющем большинстве случаев судебные разбирательства проходят без участия адвокатов. Адвокаты, которые решают защищать политических оппозиционеров, сталкиваются с преследованиями, угрозами и в конечном итоге лишением свободы. Примером этому служит Нуриддин Махкамов и Бузурмех Йоров, которому в 2016 году приговорили 28 годам тюрьмы, а в прошлом году увеличили срок еще на 10 лет. Он был наказан за то, что защищал представителей таджикской оппозиции. Это показывает, что система в Таджикистане намеренно парализует работу правозащитников, что делает невозможным обеспечением справедливого суда для оппонентов режима. В закрытии судебных заседаний отсутствует адвокатов и запугивание родственников. Это не исключение, а норма в Таджикистане. Судьи по политическим делам проходят в закрытом режиме, без присутствия родственников или представителей общественности, что грубо нарушает международные стандарты правосудия. В тех редких случаях, когда родственникам разрешено присутствовать на заседаниях суда, они боятся рассказывать о ходе процесса из-за страха преследования. Мы рекомендуем запустить московский механизм ОБСЕ в Таджикистане, как запустили в России и в Беларуси. Спасибо за внимание. Спасибо. А сейчас у нас ассоциация